Герой войны, защитник Малгобека и живая легенда в истории ингушского народа. Камбулат Абукарович Гайсанов в свои 98 по сей день в добром здравии и с радостью встречает гостей. Медали и ордена на груди у дедушки говорят о его славном пути в борьбе с фашизмом. Военные годы ветеран помнит отчетливо. для фронта يعني حياها حاجة نانزي سبيرج حياها حاجة إزدواء штабе дачбал ودرسه تسجل دروق حديح والجبر سنق تاقص حسن بكشور تاغش بتشكي صدات خواتجي سنياغت شو يعني عشية تجي بومبا جيت يوليرش оказывается سيك أبو خنب ويسلتي мол беке дат бог безри босылти ханып запас так цани тахни иш. Облагораживание и высадка растений проводится силами волонтеров и местной администрации с соблюдением мер, предусмотренных эпидемиологической ситуацией в регионе. Работы идут около дома, в котором проживает ветеран. Высаживают многолетние, в том числе цветущие растения. Далее организаторы акции и волонтеры Победы приехали к еще одному ветерану Магомеду Медарову. Дома его не оказалось, но тем не менее волонтеры, не мешкая, принялись за работу. В числе тех, кто трудится на благо наших ветеранов, и сам руководитель общественного движения «Волонтеры Победы» Ибрагим Пошев. Парень считает, что нужно на личном примере показывать свое отношение к старшему поколению, к их героизму и мужеству. Понимаешь, что ты творишь добро, а кто есть ты? Всероссийская акция продлится до четверга, но, как известно, спешить делать добро никогда не поздно. В преддверии Дня Победы мы отдаем дань уважения героям, защищавшим нашу страну и весь мир. Они жертвовали своими жизнями, чтобы спасти наши, чтобы обеспечить будущее Родины. И сегодня у каждого есть отличная возможность сделать так, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, как словом, так и делом. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24.